Добрый вечер. Всю неделю сканер работал. Пришло время показать и рассказать, что же мы насканировали. Итак, тема номер один – запрет партии ШОР. Что это изменит на политической арене? Новая волна обысков. И, конечно, обязательно поговорим о сливах предполагаемых переписок высокопоставленных чиновников. Дальше. Россия сдала Херсон. Можно ли назвать это началом новой фазы войны? Об этом поговорим с военным аналитиком Олегом Ждановым. Обязательно расскажу о совместном расследовании The Insider, Шпигель и Bellingcat, о секретной группе наводчиков, которые выполняли преступные приказы Министерства обороны Российской Федерации. Обязательно обсудим операцию «Преемник». Кто может занять место Путина, при каких условиях и почему вообще эта тема в последнее время все чаще появляется в медийном пространстве. Ну, обязательно поговорим о выборах в Конгресс США. Там все интересно, но весьма неоднозначно. Ну что, Андрей, поехали? Давай разберем все это. Итак, партию ШОР могут объявить вне закона. Правительство на этой неделе отправило запрос в Конституционный суд. Ну, вот как этот запрос обосновал министр юстиции Сергей Литвиненко, давай посмотрим. Давай. Statul de drept presupune că toți sunt obligați să respecte legea. Правовое государство предполагает, что все обязаны соблюдать закон. С момента создания партия ШОР участвовала во многих выборах и почти каждый раз была наказана за нарушение избирательного законодательства. И это были не просто нарушения, а нарушение закона о финансировании партий и конкурентов. Иначе говоря, была наказана за незаконное финансирование. И за эти нарушения к партии ШОР применили самое жесткое наказание – отмену регистрации. В том, что касается действий этой партии вопреки принципу суверенитета и независимости страны, отмечу, что недавно лидер этой партии был признан причастным к попыткам вмешательства, прямого или косвенного, в выборы в Соединенных Штатах Америки и других странах в интересах прямых или косвенных правительства Российской Федерации. În beneficiu direct sau indirect al Guvernului Federației Ruse. Андрей, напомню для зрителей, что КС запрос не принял, поскольку он не был опубликован в официальном мониторе. Ну а в партии ШОР назвали происходящее узурпацией власти. Что ты по этому поводу думаешь? Во-первых, важно подчеркнуть, что то, что они не приняли запрос, там буквально маленькая юридическая коллизия, ошибка. То есть это не значит, что он не будет принят в принципе. То есть они сейчас должны дождаться, когда его опубликуют в монитор официал, после этого он может быть принят без всяких проблем. То есть в целом запрос соответствует всему, кроме того, что он не опубликован. Теперь, Узурпация власти. Что тут? Более чем серьезно. Смотри, здесь ситуация такова, что мы видим, очевидно, что идет максимальное повышение ставок. И это, кстати, в духе того, кто, возможно, стоит за всей этой историей, Владимира Владимировича Путина, который и в войне повышает ставки по максимуму, и похоже, что его люди здесь, в Молдове, пошли по тому же пути. То есть максимальное нагнетение, максимальное усложнение по всем направлениям. То есть из этой ситуации нельзя выйти просто так. Тут будет какая-то трагическая развязка какая-то. Либо, если они добьются своих целей, это будет какая-то массовая дестабилизация в нашем обществе. Либо, если они не добьются, то есть вот произойдет, например, запрет этой партии, потом, может быть, там, мы видели на этой неделе, полиция выложила видео пару дней назад, где молодые ребята обсуждали, как они собираются устроить вот этот вот переворот, как их координировали. Ну, кстати, об этом. Опять же, проходили обыски, да, и на этот раз изъято 250 тысяч леев, и эти деньги, как говорит следствие, по данным следствия, да, эти деньги тоже предназначались для вот тем самым... Да. Видишь, что интересно, изымают каждую неделю, мы уже третью неделю это обсуждаем, каждый раз они изымают, но протесты продолжаются. То есть мне даже сложно себе представить, сколько вкачали в это деньги определенные внешние силы для того, чтобы это все продолжалось. И вот оно, видишь, сейчас похоже, что за них взялись серьезно, потому что, разматывать ситуацию полностью. Здесь я хочу еще сказать, что мне кажется, что вот эта задача на дестабилизацию, она была поставлена не сегодня. Идея была, это, наверное, где-то конец весны, начало лета, когда они еще надеялись, что российская армия дойдет до Приднестровья, до Одесской области, и вот с этой стороны, с нашей стороны, будет как раз максимальный хаос для того, чтобы мы сказали, мы идем спасать. У вас там бардак, без нас не справляетесь. Тогда выделены были деньги, тогда были назначены люди, все это пошло. Сейчас, конечно, мы видим в ситуации с Херсоном, то есть об этом можно забыть, о том, что они дойдут сюда, но деньги уже разделены, попилены. И кроме того, мы помним по старым расследованиям, что когда выделяются какие-то деньги из Москвы, часть сразу откатами оставляется тем людям, которые там. Не Путину, конечно, кто-то там пониже рангом, но тем не менее.
Если люди получили свою долю, они будут качать эту тему до конца, потому что им надо отчитаться перед шефом, куда деньги потрачены. Вернуть они их назад не могут. Поэтому это будет продолжаться еще какое-то время, и здесь надо понимать еще одну вещь. Дело в том, что вот многие говорят, что ну вот, а как Шор может стать лидером после этого, если они добьются переворота? И я думаю, что не планируется, чтобы он стал лидером. Его задача быть тараном. Он должен вот с этими своими протестами... Он справляется с этой... Ну, он справляется, задачей. скажем так, он лучше справляется, чем социалисты, у тех вообще не получается. Они провалили задачу. У Шора чуть получше, но тоже не особо, потому что его проблема в том, что он не пользуется популярностью в широких массах. То есть, да, ему удается свозить с сел самых бедных, обездоленных, там, которые за какие-то небольшие деньги готовы приехать в Кишинев протестовать, но вот массовая поддержка, мы видим, что Кишинев не выходит на эти протесты. И поэтому получается, что у него как раз его части работы не до конца выполняется. Но задача, чтобы раскачать. А потом придут какие-то другие белые пушистые, которые скажут, что вот, а вот они мы подхватим это знамя восстановления Молдовы. Это тоже будут пророссийские силы, но типа немножко проевропейские. Как там один Лимба Румына, известный наш товарищ, который написал 31 числа, ну и другие, которые раньше были пророссийскими, а сейчас неожиданно стали они проевропейцами. Вот Андрей, они подхватят. социалисты, ты уже упомянул, Да. но обыски проходили и в офисе партии социалистов. Давай подробнее об этом. Ну, смотри, по поводу партии социалистов, вот если брать в общем эту историю, это из той же серии. Но там немножко другая ситуация, потому что их цепляют по незаконному финансированию партии, плюс там эти вот старые дела с коррупцией, политическая коррупция имеется в виду, что там их финансировала ОПГ, что они получали деньги от мафии. Но по сути это вот все то, чем пользуются внешние силы. Потому что... То есть это получается закрыть историю по всем фронтам? Да, это то, что сейчас делают органы безопасности с полицией, с прокуратурой. И это как раз одна из самых больших болей Молдовы, то, что у нас политики коррумпированные, и этим пользуются легко внешние силы. Потому что они понимают, что нас не надо захватывать армии. У нас есть политики, которые продаются относительно недорого, и в мировых масштабах цены смешные. И можно там за пару кульков купить себе и президента бывшего, и кого-нибудь еще, и поэтому этим пользуются. И мы должны понимать, что в нашем регионе сейчас идет война не только в Украине, горячая фаза, идет гибридная война, громадная война, в которой задействованы очень разные фронты. Там есть фронт экономики, там есть фронт, связанный с энергетикой, с газом, со светом. Там есть фронт, связанный со СМИ, с вбросами, с разным. Вот это, кстати, сейчас то, что на этой неделе качали тему о том, что там поломали телефоны некоторым нашим представителям власти. И что... Ты о сливе предполагаемой переписки. Да. Вот здесь, смотри, я хочу обратить внимание только на одну вещь. Вот никто не задумывался, как это выглядит, вот если посмотреть внимательно. Вы взломали телефоны, провели отличную кампанию в медиа по освещению этого. Потом подключился следующий этап. Это люди, которые тоже сторонники определенных сил, которые по очереди подтверждали. Да, это действительно, я переписывался, это моя переписка. То есть все пошагово разработано. Взлом, потом размещение в СМИ, потом подтверждение от определенных людей. И сейчас уже пошел четвертый этап. Опять-таки свои карманные люди, которые требуют возмездия. Поступить, например, тот же министр юстиции, чья переписка, якобы его переписка, да, была слита, Майя Санду, опять же, не знаю, Андрей Спыну тот же, да, Дарина Ричан. Как они должны были поступить? Они должны были выйти с каким-то заявлением или нет? Я думаю, знаешь, что на самом деле им вот в нормальной стране было бы так, что они бы потребовали расследования, и в том числе, чтобы проверить факты, которые говорится в этой переписке. Потому что некоторые факты там, мягко говоря, сомнительные. И я понимаю, что это может быть подтасовка, потому что я представляю, как делаются такие фейки. Там берется 80% правды и 20% лжи. Для того, чтобы эта ложь, это страшная ложь. Для того, чтобы она прошла, ее заворачивают в правду. Такая подмена понятий получается. Да. Это как бы технологии фейка, технологии лжи. Технологии, мы это Поэтому, понимаем. если эти люди хотели бы очиститься, то я думаю, что, по крайней мере, да, может быть, для президента это слишком, чтобы вот она опускалась до этого уровня, но, по крайней мере, вот министры, я думаю, что им бы надо было попросить расследование этой ситуации, чтобы разобрали, что правда, что неправда, и показали нам, обществу. Ну что, перейдем к другой теме. Конечно, следим не только мы, всего мировое сообщество. Россия сдала Херсон без боя. В принципе, это единственная область Украины, которую Россия захватила... Единственный областной центр. Областной центр, да. Который Россия захватила с начала вооруженного вторжения. Получается, 8 месяцев, почти 9 месяцев Херсон жил в оккупации. И сейчас, конечно, мы наблюдаем
очень трогательные моменты, как жители Херсона встречают ВСУ. Ну, смотреть, конечно, без слез. Мне, например, сложно, не знаю, очень трогательно, действительно. Но можно ли считать сдачу Херсона политическим поражением Кремля? Вот об этом и не только я бы хотела поговорить с военным аналитиком Олегом Ждановым. Я надеюсь, он уже нас на мой слышит. взгляд, один из лучших аналитиков украинских по военной тематике. Давайте сейчас послушаем, с тобой что он нам согласна. скажет. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время ответить на вопросы. Ну что, Херсон взят без боя. Мы наблюдаем начало, наверное, новой фазы войны. И если да, то можно ли уже хотя бы примерно сказать, когда все закончится? Очень сложно. Почему? Потому что существует прямая зависимость между объемами поставок вооружений от западных стран-партнеров и сроками окончания войны. Ну, допустим, я вам приведу пример. Если бы мы получили количество артиллерии в 2 раза больше и ракеты дальностью до 300 километров, тем же «Хаймарс» типа «Атакмс» в мае-июне, как мы это просили, то у нас был шанс закончить эту войну к концу этого года. Сейчас мы надеемся, что с увеличением поставок у нас есть шанс закончить эту войну конец весны, начало лета 2023 года. Господин Жданов, а вы когда говорите «конец войны», вы имеете в виду полное освобождение всей территории Украины? Я напомню прогноз Кирилла Буданова, главы ГУР Министерства обороны Украины, который сказал, что до конца ноября будет освобожден Херсон, но это сбылось. До конца года будет освобождена вся материковая часть Украины, и весной будет вход в Крым. Вы согласны с таким прогнозом? Ну, я основываюсь именно на этом прогнозе. Все-таки он начальник Главного управления разведки, а разведка у нас, как всегда, знает больше всех. Почему изначально Киев столь скептически отнесся к заявлениям Шойгу и генерала Суровикина об отводе войск? В этом виделся подвох? Да, ну, дело в том, что, смотрите, выход этой группировки с правого берега, это был просто вопрос времени. Но мы рассчитывали на то, что российские войска продержатся дольше на правом берегу. Но они приняли решение постараться максимально сохранить боеспособность своих войск, и поэтому так скоропостижно покинули правый берег. А вот уже в СМИ появляются сообщения о том, что российские местные оккупационные власти уже на левом берегу говорят о том, что надо отходить еще дальше туда, в сторону Крыма. Объявляют эвакуацию гражданского населения. Что это означает? Ну, я думаю, что это означает то, что там же негде больше спрятаться. Вот там новая Каховка и Олешки. Больше практически населенных пунктов на левом берегу нет. И российские оккупационные власти начали зачистку левого берега полосой в 15 километров шириной вдоль всего речки Днепр. Я думаю, что это больше связано с подготовкой оборонительных сооружений. Хотя не исключаю вопрос того, что они могут отойти на безопасное расстояние, чтобы наша артиллерия не доставала до их позиций. Ну а что сейчас будет происходить в Херсоне? Можно туда возвращаться жителям или пока будет город жить, ну скажем, в режиме проверки? Ну, во-первых, сейчас вообще нельзя возвращаться, потому что это небезопасно. Мы еще не знаем, сейчас российская артиллерия развернется на позициях, и я думаю, что могут начаться обстрелы, как других прифронтовых городов. Вспомните, что было у нас в Харькове, что сейчас творится в Днепре, там, в Запорожье, Николаев. Ну, Николаев сейчас немножко отодвинули, артиллерия не достает российская. Вот. Так что это первый момент. И второй момент, то, что вы абсолютно правы, зачистка города будет закончена в ближайший день-два. А вот разминирование города будет длиться не один день и не одну неделю. Ну вот и президент Зеленский на днях говорил о сокращении заминированных территорий, которые, тем не менее, остаются колоссальными. Осложняет ли это вообще, в принципе, продвижение ВСУ? Да, это осложняет продвижение ВСУ. Особенно, смотрите, Россия пошла на еще одно преступление. Они на сегодняшний день не составляют формуляры минных полей. Они просто разбрасывают мины, что противоречит международным договоренностям о применении минно-взрывных заграждений. Вот. И это очень сильно осложняет, а так как мины разбросаны хаотично, то построить схему для их разминирования очень тяжело. Приходится проверять практически каждый квадратный метр.
Господин Жданов, поскольку мы из Молдовы, нас очень интересует то, что касается и нас непосредственно. Вы наверняка знаете про пролеты ракет над нашей территорией, которые уже 3 раза повторялись. Вот то, что сейчас изменяется линия фронта, это каким-то образом нас может защитить, либо появление нового ПВО у Украины? Вот что вы можете по этому поводу сказать? Ну, скажу так, что линия фронта, отодвигаясь от вас, дает вам увеличение гарантии того, что наступление российских войск по южному побережью Черного моря не будет осуществляться. То есть они не придут на помощь той группе войск, которая находится в Приднестровье, на временно оккупированных территориях Молдовы. Что касается ракетных ударов, то да, если системы ПВО больше появятся в Одесской области, то есть гарантия того, что мы будем сбивать большее количество ракет в процентном отношении от числа пущенных. И, соответственно, обезопасим в том числе и ваше воздушное пространство. Давайте вернемся к ситуации в Херсоне. Россия готовила общественное мнение к непростым решениям, но то, как было объявлено об отводе войск из Херсона, озвучало это в прямых эфирах на федеральных каналах, и последующая реакция пропагандистов, это было очень заметно. Вот все это помогло выдать общественному мнению за план, так скажем. Население это проглотило? Думаю, что нет. Думаю, что не проглотит население. Дело в том, что и брожение уже начинается. Мы видим это по реакции социальных сетей. Дело в том, что если верить российскому законодательству, то Херсон — это территория Российской Федерации. Они же проводили псевдореферендумы, они переписали Конституцию России, включив Херсон в территорию России. Так что я думаю, что политические последствия этого поражения мы еще только начинаем видеть. И они очень сильно могут подорвать ситуацию в Российской Федерации изнутри. Господин Жданов, я смотрел на днях одного эксперта украинского, который говорил о том, что а почему бы нам не пойти сейчас марш-бросок на Москву, собрать 30-40 тысяч. Ну, это не официальный представитель, это на уровне рассуждений. Но на самом-то деле, я смотрю и в российских пабликах, они там уже пугаются, что скоро пойдут украинцы на Белгород, что там близко Брянск еще и так далее. Что вы можете в Курской области окопы роют, в Белгородской тоже укрепления строят. То есть, скажу так, да. Что пусть тренируются, пусть знают, что такое война и как к ней готовиться. Нет, мы страна не агрессор. И обратите внимание, что мы даже не стреляем по сопредельной территории. Хотя, допустим, в Сумской и в Черниговской области российская артиллерия постоянно обстреливает нашу территорию. Мы несем потери как в инфраструктуре, так и в людях. Но, тем не менее, мы не стреляем по сопредельной территории. Поэтому я думаю, что это на уровне просто информационных вбросов относительно того, что Украина пойдет, допустим, войной на Москву. Россия несколько недель целенаправленно била по объектам энергетической инфраструктуры. То, что это террор против мирного населения, это несомненно, но с военной точки зрения, что выигрывает Россия? Они пытались принудить нас к переговорам. Дело в том, что на фронте складывается ситуация. Очень хорошо сказал один российский генерал, что российская армия уже потеряла способность к наступлению, а завтра она может потерять способность к обороне. И обратите внимание, это уже похоже на систему и под Киевом, и в Харьковской области, и сейчас в Херсонской области. Оборона российских войск обваливается как домино. То есть, если Путин и его генералы готовы и хотят вести эту войну, то российский солдат, даже а тем более мобилизованный, не собирается умирать за украинский Херсон или за украинский Харьков. Поэтому тут вопрос в том, что сколько они еще смогут продержаться в такой ипостаси. То есть мы можем констатировать, что мобилизация частичная, так называемая, в России, она не принесла эффекта, которого ожидал Путин? Она ухудшила даже положение. Смотрите, сейчас порядка больше 100 тысяч человек, они не могут толком переодеть и поставить в строй, они находятся в пересыльных лагерях и уже начинают высказывать свое возмущение в плане отношения к ним и условий пребывания в этих лагерях. Зима же на носу.
Вот, это первый момент. Второй момент, что там, где подразделения и части наполнили мобилизованными, там оборона, наоборот, ослабла. Еще раз говорю, эти люди не подготовлены, и они не готовы сегодня качественно вести боевые действия, что способствует вот таким вот бегствам с позиций после первого-второго огневого воздействия на эти подразделения. Зима действительно близко. Вот внесет ли зима свои коррективы в ход военных действий? Да, внесет. И я думаю, что с нашей стороны это будет активизация боевых действий. Почему? Потому что сейчас проблема в распутице. Дожди очень сильно замедляют и ограничивают действия вооруженных сил Украины. Мы тщательно готовимся к зиме и одеваем наших солдат, экипируем их. А когда наступят низкие температуры, будут морозы, почва подсохнет, и да, мы можем более активизировать свои боевые действия. Большое спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо, господин Жданов. До свидания. Да, пожалуйста, до свидания. Подробный анализ. Да, мы разобрали ситуацию со всех сторон. Еще одна тема, которая, конечно, касается Украины, я обратила на нее внимание особенно. Вот социологический опрос провела Школа политической аналитики Университета Киево-Могилевская академия. И согласно этому опросу 47% респондентов считают, что полномасштабную войну в Украине развязал лично Путин. А вот 20% винят во всем происходящем весь российский народ. Наша коллега Наталья Ясыбаш с цифрами ознакомилась более подробно. Давай сначала посмотрим сюжет. Очень интересно, просто давай. Как показал опрос, 61% жителей Украины чаще говорят на украинском языке, 15% на русском и около 20% одинаково часто на обоих. 57% после начала войны менять язык общения не стали. Треть стала чаще говорить на украинском, а 7% полностью на него перешли. И вот что говорит об этом директор школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Максим Яковлев. Например, наиболее, это не сказать, что очень меня удивило, но больше всего заявили, что полностью перешли на украинский, больше 14%, Киев. В Украине Киев – это отдельная административно-территориальная единица. Да? И это заметно. Всех, кто живет, я в Киеве живу 23 года, действительно заметно, что начали намного больше говорить на украинском в общественном пространстве. Как бы на улицах, в магазинах, везде. Да, этого много стало. Ключевые вопросы касались отношения к жителям территорий, оккупированных до полномасштабного вторжения Крыма и Донбасса. Один из них: считаете ли вы, что все, кто там остался, против Украины? Полностью с этим согласны только 8%. 43% категорически так не считают. И еще один вопрос: нужно ли ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта на оккупированных территориях? Здесь мнения разделились иначе. Полностью с этим согласна почти треть опрошенных, полностью не согласны 19%. Мы понимаем, что мы должны вернуть территории. Люди там – это люди, наши граждане. Очень важно их вернуть. А коллаборанты будут наказаны. Скорее всего, такая позиция. Вы правы, что есть все-таки часть тех украинцев, которые считают, черт с ним, условно. Да? Но, к сожалению, я не знаю ситуацию настолько детально в Молдове, но уверен, что опрос в Приднестровье тоже по-разному воспринимается молдавским обществом. Но в Украине отношение к тем, что это наши территории, наша земля, там наши люди, их нужно спасти действительно. Также опрос показал, что больше половины украинцев выступает за запрет фильмов и сериалов российского производства. 44% с началом войны полностью отказались от их просмотра, а 28% не смотрели и до этого. Примерно так же распределились голоса и в отношении российской музыки. Отношение к русскому то, что мы тут резко ставили ненавидеть все русское. Правильно сказала украинская писательница Оксана Забушка, что, скорее всего, это не канцелинг, это, извините, карантин. Мы ставим на паузу, у нас становится больше украинского. Мы правы, действительно считают, что можно, даже нет особой нужды смотреть российские медиа, всякие продукты. Например, я бы очень хотел, чтобы в Украине было больше, в том числе и молдавского продукта. Это можно переводить, это можно переозвучивать, это может ближе быть нашим народам, и это важно.
Подавляющее большинство респондентов с началом войны переезжать не стали и менять место жительства не намерены. Впрочем, авторы исследования предупредили, опрос проводился только на территории Украины и только там, где работают украинские операторы сотовой связи. Тех, кто уехал за границу, не учитывали. Опрашивали респондентов в августе, результаты опубликовали в конце октября. Участие в опросе приняли 1000 человек, погрешность плюс-минус 3%. Ну вот, Андрей, особое внимание Максим Яковлев уделил и Молдове. Но давай, что, конечно, приятно, но давай об опросе. Тут есть несколько очень интересных моментов. Ну, во-первых, что я хочу заметить, происходят просто тектонические изменения в социуме украинском. Это вот так называемый этногенез, когда нация переформатируется, строится, укрепляется. Я хочу сказать парадоксальную вещь. Самую большую заслугу в том, что произошло, вот что украинцы массово возвращаются к родному языку, к своей культуре, эта заслуга принадлежит Владимиру Путину. Я говорю это абсолютно серьезно, потому что вот именно с момента начала войны все начало меняться. У меня много родственников в Украине, я часто бываю там, и, особенно в прошлые годы, сейчас, конечно, вот с момента войны еще ни разу не был, хотя планирую поехать. Киев до 2014 года это был практически русскоязычный город. Вот когда гуляешь по улицам, очень много русской речи слышно. Местные жители, это не какие-то приезжие русские, они многие в быту пользовались русским языком. Но вот я приезжал после 2014 года несколько раз, и вот каждый раз, когда я приезжал, замечал, что все меньше и меньше. И это не потому, что кто-то стоит у них над головой и приказывает. Это их сама тяга, что они решили для себя, что им хочется говорить на своем родном языке, а не на русском. Это очень важный момент. И другой еще момент, то, что вот семьи юга и востока Украины, которые тоже, кто-то говорил на суржике, кто-то говорил даже ближе к русскому языку, вставляя отдельные... Ну да, потому что для Западной Украины действительно ничего не на Западе изменилось. они там как всегда говорили говорили на украинском, на украинском, но именно вот если брать ту же Херсонскую, Николаевскую, у меня мать с Николаевской области, ее вот оттуда родственники, отец туда ближе к западу, и Восточная Украина. Я смотрю, что сейчас происходит, вот родственники жены, они с Запорожской области, они все переходят полностью на украинскую речь. И это не происходит под какой-то приказ, вот как пытаются в российских СМИ показать, что там вот какие-то фашисты пришли и заставили всех говорить по-украински. Это происходит именно по велению сердца людей, то, что им так хочется, им так нравится. И очень интересный момент в этом вопросе по поводу вот хороших, плохих русских. Потому что, да, если мы смотрим по социальным сетям, часто, даже бывает в некоторых СМИ проскальзывает что, такие, типа, что хороший русский – это мертвый русский. Но вот опрос показал, что это не общее мнение украинского народа, что несмотря на всю беду, которую они сегодня переживают, то, что они сидят всеми ночами в бомбоубежищах, то, что не могут выйти спокойно на улицу, что сидят без света, без тепла, они по-прежнему не считают всех русских врагами. Я считаю, что это очень показательный момент, особенно в ответ той пропаганде, которая внушает, что там все фашисты. Ну вот посмотрите, какие фашисты, если они, несмотря ни на что, не разочаровались окончательно в русском народе и считают, что если этот народ избавится от своей власти, от своей системы, то вполне можно будет в будущем с ним выстраивать какие-то нормальные отношения. Меняем тему. Какой сканер без расследования? На этот раз поговорим о совместном расследовании The Insider, Spiegel и Bellingcat. Такой звездный состав. За полгода расследователи обнаружили в недрах Министерства обороны Российской Федерации секретное подразделение, структуру наводчиков, которые вполне сознательно, прекрасно понимают, что они делают. Наводили ракеты, били по гражданской инфраструктуре, собственно, по мирному населению. И таких специалистов, это так, внешне казалось, да, на первый взгляд казалось, что это обычные айтишники, гражданские IT-специалисты. На самом деле это далеко не так. Это специфика узкая, да? Да, и их 30 вот таких вот специалистов, сотрудников этого центра при Минобороны. Теперь, благодаря расследователям, их имена стали известны. Вот почему это важно. А расследователи говорят, важно это прежде всего потому, что теперь Министерству обороны будет гораздо сложнее находить вот таких убийц на удаленке. И расследование это так и называется – убийцы на удаленке. Я поговорила с одним из авторов расследования, шеф-редактором The Insider Романом Доброхотовым. Полная версия интервью выйдет уже завтра в новостях в 12:00.
кто захочет, посмотрит. Но я предлагаю посмотреть сейчас небольшой отрывок из интервью, потом обсудить. Давай, давай. Когда они нам представлялись всякими там сантехниками и там, свинопасами, мы уже отлично знали, кто они. То есть мы отлично понимали, что их предупредили заранее сотрудники Роман, они контрразведки. не придумали ничего лучше просто или интереснее, кроме как представляться фермерами и свинопасами? Я думаю, что сотрудники контрразведки ФСБ просто раздали каждому должности, что вот там вы, капитан Обухова, будете продавщицей цветов, а вы там, лейтенант Тихонов, будете сантехником, вы будете говорить то-то и то-то. Фантазия, понятное дело, что у контрразведки ФСБ довольно ограниченная, заморачиваться на какие-то правдоподобные должности они даже и не пытались, то есть раздали самое обычное, типа водитель автобуса. Если бы они были чуть поумнее, они бы, может быть, придумали что-то другое, например, какую-нибудь военную должность, потому что мы, конечно, понимаем, что люди, выпустившиеся из военных университетов по специальности артиллерии, не будут работать фермерами, сантехниками и водителями автобуса. Даже если у вас не очень значительные должности, даже если вы там не Шойгу, Бортников, Патрушев, а просто какие-то там майоры, подполковники, которые занимаются технической какой-то работой, но если, тем не менее, вы хоть как-то участвовали в военных преступлениях, все будут об этом знать, будут знать ваши близкие, знакомые, ваши одноклассники, вы попадете в список санкций. Ну вот как-то так. Что думаешь? Знаешь, здесь очень важный психологический эффект для этих людей. Почему? Потому что на самом-то деле, вот, и не только, кстати, эти конкретные айтишники, это пример, это хороший, показательный пример, но в принципе все те, кто сегодня участвует в каких-то военных преступлениях, как то обстрелы какой-то гражданской инфраструктуры, энергоинфраструктуры, они должны понимать, что военное преступление – это такая штука, которая не имеет срока давности. И может быть, через 10, 15, 20 лет он со своей женой поедет куда-то в Египет отдыхать, его там возьмут под белые ручки и скажут: уважаемый, у нас тут от Интерпола на вас есть ордер за то, что вы совершали военные преступления, и вас ждет трибунал там. Ну да, там уже не получится сказать. Вы знаете, на самом-то деле я не понимаю, что откуда взялась такая фотография в военной форме. Я на самом-то деле свинопас. Ну, он может рассказать эту версию на суде, но просто кто в это поверит, потому что там будет к этому подходить все очень серьезно. Поэтому это очень важный момент, и они должны понимать, что они все идентифицированы. Маски не помогают, какие-то попытки замаскироваться не помогают. И вот эти 30 человек, но я знаю, есть другие расследования, где выявляют и всех летчиков, выявляют всех тех, кто стреляет непосредственно из ракет. То есть известны абсолютно все генералы, все их биография, семьи, все известно. Поэтому если они думают, что они потом соскочат и скажут, это Путин виноват, так не получится. Путин будет отвечать за свое, если доживет. А они будут отвечать за свою часть преступления. Это неизбежно. Это военные преступления через 40 лет. Мы с тобой знаем, что из Германии до сих пор находят нацистских преступников, Конечно. которым по 90 лет, и их привлекают к суду через столько много лет. Ну, может, не придется нам ждать 100 лет, посмотрим. Да. Меняем тему. Сакральный образ Путина дал трещину. Вот провалы на поле боя, экономический спад, мировая изоляция, международная изоляция. Да, все это приводит к ослаблению позиции Владимира Владимировича. И выборы 2024 года в итоге могут обернуться для системы серьезной проблемой. Ну, если они будут, да, серьезной проблемой. Вот разочарование в Путине растет ведь не только у избирателей, но и, что самое, наверное, да, такое опасное для системы, у истеблишмента и, конечно, у силовиков. А это, как мы знаем из уроков истории, оборачивается оранжевыми революциями. И вот здесь Аббас Галямов, политолог, очень подробно рассказывает, он прямо этой теме уделяет особое внимание, почему важна операция «Преемник». У нас есть сюжет на эту тему, давай посмотрим, потом обсудим. Давай. Из столпа системы фактор риска. Такую трансформацию фигуры Путина наблюдают сейчас политологи. Будет крепнуть недовольство силовиков и элиты. Будет расти запрос на преемника. Аббас Галямов уверен, кремлевского лидера попытаются убедить не баллотироваться и еще на один срок. Организовывать массовые фальсификации в условиях растущего недовольства и тем более в ситуации проигранной войны, но
В общем, это рискованная штука. Такие вещи заканчиваются оранжевыми революциями. То ли ее удастся подавить, то ли нет, ты никогда этого не знаешь. Особенно ситуация, повторюсь, когда ты проиграл войну, и силовики тобой очень сильно недовольны. А рост недовольства Путиным в силовой среде, конечно, усиливается. И в этой ситуации просто рисковать оранжевым сценарием, рискуешь, что вся система рухнет в итоге, да, как это было там в 1917 году или в 91-м, да, в истории России. Элитам-то невыгодно. И поэтому им выгоднее уговорить Путина с тем, чтобы сохранить... Да, Путин уйдет, но систему удастся сохранить, если будет преемник, такой более-менее вменяемый. Ставка на то, что Европа замерзнет без российского газа – последняя надежда Кремля усадить Украину за стол переговоров, или хотя бы сократить помощь Киеву. Пока ставка не оправдалась, но это пока. Все станет понятно будущей весной. Тогда же и будет разыгрываться карта преемника, считает Аббас Галямов. При этом кандидатуру могут внести Путину напрямую члены его ближнего круга, а могут предложить лидеры европейских стран. Кто же может им стать? В списке политолога 9 претендентов от Патрушева и Медведева до Турчака и Собянина. Значится даже предполагаемая дочь российского президента Екатерина Тихонова. Шансы Дмитрия Медведева, конечно, минимальны, шансы Кириенко минимальны. Шансы Дмитрия Патрушева, то есть младшего Патрушева, сына нынешнего секретаря Совбеза, они выше, Козак повыше, Мантуров, нынешний вице-премьер, курирующий промышленность, достаточно высоки. Собянин, Мишустин, они тоже достаточно высоки, хотя, конечно, и против них есть там аргументы. Кто бы ни стал преемником, ясно одно. Это должен быть человек, по минимуму завязанный в патриотической вакханалии. Человек, с которым Киев будет согласен сесть за стол переговоров. Человек, способный уберечь страну от революции или развала, считает Аббас Галямов. Андрей, как по мне, преемник Путина – это что-то из области фантастики. Для тебя нет? Вот ты знаешь, я с тобой, пожалуй, соглашусь. Я здесь не согласен с экспертом, потому что, в общем-то, это уважаемый эксперт. Но я сначала хочу сказать по поводу того, в чем он абсолютно прав и что мы видим сейчас. Самое опасное для Путина – это не то, что против него выступает какая-то либеральная общественность России, которой почти и нету, можно сказать. Для него сейчас самое страшное, что против него сейчас начинают потихоньку, пока они так тихо бубнят, но это уже очень тревожный звоночек, Z-патриоты. Я видел в пятницу Дугин, один известный самый радикальный товарищ, он фактически написал, что Путин как глава государства, он отвечает за все хорошее и за все плохое. И имел в виду Херсон. Он имел в виду Херсон, и он намекнул на историю одного антрополога, который писал про народы Северного Нила, где они убивали своего царя дождя, если он не смог вызвать дождь. И он намекает, что не пора ли нам Путина грохнуть, если он не может обеспечить безопасность. Потому что там весь его большой пост посвящен тому, что мы тебе отдали право нас защищать, и ты не справляешься. Что случилось с Дугиным? Да, это самое для Путина должно быть тревожное, потому что я смотрю, и военкоры потихоньку бубнят, но пока не топовые. Топовые, они там хорошо проплачиваются, они бубнят, когда им надо. А эти прямо ропоты, тут слышен такой гул. И это для Путина очень опасно. По поводу преемника, почему я в это не очень верю, у Путина есть плохой пример Назарбаева, который тоже когда-то его убедили, что, слушай, отойди в сторону, пусть будет новый преемник, он займется всеми делами, он на себя оттянет всю критику, а ты будешь спокойно на старости доживать, и там твои дети по-прежнему имплементированы в разные структуры будут. Но так будет сохранена система. Да, и доходы, и семья. С Ельциным это прокатило, потому что, в общем-то, Россия зашла в годы стабильности, дорогой нефти, и Ельцину дали спокойно дожить до конца, и его семью не трогали до сих пор. То есть, например, муж дочери Ельцина, он был уволен только этой весной, во время начала войны. Поэтому это такой пример, но тогда была стабильность. Сейчас идет абсолютная дестабилизация внутри России. Сейчас отказаться от непосредственного контроля за властью – это очень-очень рискованно. Путин не тот человек, который любит риск. Вся его история показывает, что он очень делает такие аккуратные шажки. То есть ты думаешь, что он будет держаться за власть до последнего? Я считаю, что для него потеря власти – это будет потеря жизни. Это знак равенства. Поэтому я думаю, что он будет цепляться за нее до конца, кроме как, если создадут, условно говоря, к нему зайдут в кабинет Патрушев, еще пару человек и скажут: Владимир Владимирович, или вы назначаете этого человека преемником, или у вас сейчас все очень плохо продолжится. Поэтому только в таком случае возможен преемник, который просто будет силой заставлен Путин подписать.
При всех других раскладах, пока он контролирует власть, он сам не уйдет. Это мое мнение, я так считаю. А вот что ты думаешь, там есть список, да, у Аббаса Галямова, кого там только нет, и Медведев, и Патрушев. Ну, Патрушев, понятно, скорее всего, это... Имеется в виду Патрушев-младший. Патрушев-младший, да. Это про эту кандидатуру сейчас очень многие эксперты говорят, потому что это, во-первых, он не запачкан всеми их историями, которые... Да. Он не участвовал в этой вакханалии. Поэтому с ним действительно можно говорить и Америка, и Запад, и для элиты, которые... Вот у них может быть произойти такая ситуация. Типа, все, старая элита отошла в сторону, вот вам, пожалуйста, забирайте, судите генералов, судите пропагандистов, вот новая молодая элита, новая Россия, давайте снимайте санкции, мы идем дальше. Возможно, такой план сейчас зреет где-то в кабинетах в Кремле. И вот для этого как раз нужен такой кто-то типа Патрушева-младшего, который не запятнан, который его никто не знает практически, кто этот человек. Но, тем не менее, опять-таки, это связь с элитами ФСБ, которые контролируют Россию. То есть они где-то надеются хитрую комбинацию сделать. Но их проблема в том, что их хитрые комбинации все видят на пару шагов вперед, и западные спецслужбы, и украинские, и вряд ли кто-то на это купится. Ну, с другой стороны, попытка не пытка. Пусть пытаются. А как ты думаешь, западные лидеры, вот, например, тот же Макрон, об этом говорит тоже и Аббас Галямов, могут ли они, не знаю, повлиять на ситуацию или предложить действительно преемника и как-то продавить этот вопрос? Ты знаешь, пока есть Путин, я не думаю, что это возможно, потому что Путин очень... Но он же хочет переговоров. Он на самом деле не хочет... Он что сейчас хочет? Только одного, что вот давайте остановимся, выдохнем. Все. Ему нужна передышка. Ему нужна передышка, потому что если оставить как есть, он будет терять все. Украинцы сейчас на кураже, у них есть оружие, у них есть силы, они пойдут, то есть они реально за полгода освободят всю Украину. Для него это будет катастрофа страшная. Поэтому, говорит, просто вот давайте вот сейчас, стоп. Мир, не хотим стрельбы, хотим сохранить жизни, давайте переговариваться. Но сейчас этого никто не хочет. Вот даже я читал, что есть, хотя в кабинете у Байдена люди, которые рассматривают, что да, это был бы вариант, но сам Байден и его основные советники против этого варианта, против этого абсолютно власть Украины. И, кстати, даже не потому, что вот они такие вредные, потому что все опросы показывают, что если Зеленский только попытается сделать такие переговоры, там просто возникнет бунт. Сегодня украинцы не готовы расстаться со своими территориями, потому что они видят, что они могут освободить. Какой смысл тогда останавливаться? Вот это то, что нужно Путину. Ему не нужны никакие переговоры о том, чтобы какие-то там будущие гарантии. Еще, это сложно. Он не играет в такие длинные... То есть он не стратег, он тактик. Он решает здесь и сейчас. Вот сейчас ему нужно просто остановить стрельбу, заморозить ситуацию, втянуться в какие-то Минск 2, 3, 4, 5, чтобы это все растянулось до бесконечности, и сказать народу России, ну вот я же вам обещал Донецк, вот сухопутный путь в Крым, что вы еще хотите? Я сделал даже больше, чем вы ждали. И вот он этого хочет. А то, что повлиять на него в плане того, чтобы он поменял власть, это бесполезно, потому что он, как будучи ФСБшником по своей натуре, это вот есть такой склад людей, он очень не воспринимает, когда ему что-то говорят. Вот говорят его люди из окружения, что он даже почему не пользуется интернетом, потому что ему кажется, что интернет на него влияет. Что типа вот если он будет в соцсетях сидеть, это будет формировать его мнение. И поэтому он избегает. И он не воспринимает советы. Он всегда пытается, он слушает людей, но делает как-то по-своему. Поэтому если западные лидеры будут к нему подходить и говорить, Владимир Владимирович, вот давайте так. Его же Макрон убеждал, сколько раз они перезванивали, 100 звонков было перед войной, сколько он ему объяснял, что не делайте этого, что это все очень плохо кончится для России, не надо. Ну, мы видим, что он сделал. И почему? Потому что поверил ФСБшникам. Вот этим он еще более-менее верит, будучи сам из их среды. Поэтому я не верю ни в преемника, ни в то, что какие-то сейчас будут эффективные переговоры. Это просто, это невозможно, исходя из ситуации. Ну, ты упомянул уже Байдена. Давай поговорим о выборах в Конгресс США. До конца итоги, конечно, там не определены. Нам придется подождать еще пару недель, пока не пройдут выборы в штате Джорджия. Но некоторые выводы мы все-таки можем уже сделать. Ну, в частности, можем сказать, что все ждали не просто победы республиканцев, а триумфа, да, вот той самой гигантской красной волны. Ее не случилось. Ну, собственно, Джо Байден, нынешний президент, может выдохнуть, он может баллотироваться на второй срок, но не потому, что у него высокий рейтинг, а вот совсем не поэтому, а потому, что его потенциальный конкурент, бывший президент Трамп,
который еще не заявил об этом официально, но мы все понимаем, что он, конечно, тоже будет баллотироваться. Вот так у него рейтинг еще ниже, чем у Байдена. Вот. Ну, эксперты, по крайней мере, те, которых я просматривала, они не сомневаются в проигрыше Трампа. А вот почему цунами этой самой гигантской красной волны не случилось, и что теперь будет с поддержкой Украине, вот об этом я поговорила с обозревателем «Голоса Америки» Александром Григорьевым. Давай посмотрим выжимки. На фоне выросшей до 8% инфляции республиканцы рассчитывали на триумф на выборах в Конгресс. Надежды не оправдались. Но и Дональд Трамп не спешит с заявлениями о том, что намерен баллотироваться на президентский пост. Он, конечно, звезда, говорит обозреватель «Голоса Америки» Александр Григорьев, но есть нюанс. Республиканский истеблишмент, опять же, насколько можно судить, потому что регулярно оттуда прорывается, ну, не вполне доволен тем, что Трамп делает. Потому что он все-таки... Вот было такое хорошее выражение, что он как бы должен быть невестой на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах. Вот он такой. Вот это вот такая вот личность. Он яркий, такой громкий, очень, так сказать, любящий себя, значит. А там же тоже люди с амбициями. Там тоже люди со своими представлениями о том, что правильно и что неправильно. То есть люди, которые тоже хотят быть звездами политического шоу, их Трамп, ну, как бы не очень устраивает. Ну и плюс многие его заявления и решения, так скажем, были противоречивы и остаются противоречивыми. Естественно, колоссальный урон республиканской партии нанесли все его эти заявления о том, что его выборы были украдены и так далее, потому что все эти многочисленные расследования не нашли никаких доказательств, которые подтвердили бы эти заявления. Он же не признал поражение на выборах. Несмотря на то, что там было слупо изучено все, что только можно, никаких, соответственно, доказательств справедливости его утверждений не нашли. Все эти суды, все эти, так сказать, это все очень сложно. Сами его действия и сами вот его многочисленные сторонники, которые, многие вот эти отрицатели, они пошли на выборы, они подрывают основ американской республики. Я не скажу демократии, скажу республики, потому что Америка, согласно Конституции, это республика, а не демократия. Один из основных вопросов, что будет с помощью Украине. Александр Григорьев подчеркивает, эта тема была малозначимой для американских избирателей. Это традиция. Внешняя политика в подавляющем большинстве случаев это там где-то на периферии внимания избирателя. Главное, сколько у тебя денег в кошельке, есть ли у тебя работа, сколько стоят продукты, сколько стоит бензин. А у нас тут инфляция, бензин подорожал, продукты подорожали, несмотря на то, что там безработица реально очень низкая. Но вот эти факторы, естественно, республиканцы используют для того, чтобы атаковать Байдена, и совершенно справедливо. Да, то есть подорожали кредиты, там, вот, для того, чтобы бороться с инфляцией, поднимают эту учетную ставку и так далее. То есть кредит – это основа функционирования экономики, что, соответственно, ударило по рынку там, недвижимости и так далее. То есть возникло много проблем, которые Байден там пытается решать. Плохо, хорошо, это уж я не знаю. Многие республиканцы считают, что плохо, и многие их сторонники считают, что плохо, это недостаточно. То есть рейтинги Байдена были низкими, хотя они там выросли, так сказать, в последнее время. И вот этот парадокс заключается в том, что несмотря на то, что большинство американцев поддерживают политику Байдена по отношению к Украине, которую, кстати, поддерживают очень многие республиканцы, но на их выбор это оказывало, ну так, очень отдаленное влияние, потому что Украина далеко. Украина далеко. Ну что, Андрей, здорово наблюдать за выборами, особенно когда понимаешь, что там возможны сюрпризы, не все определено. Ты знаешь, эти выборы мне чем-то напомнили наши молдавские выборы, потому что, я поясню свою мысль, как у нас было не столько выбор за, когда президентские выборы, не столько за Майю Санду, сколько против Додона. Очень многие голосовали, и которые даже... Протестное голосование? Да, вот в Америке такая же история, потому что действительно Трамп, он
очень многих просто выбесил. Вот его эта импульсивность, вот эта его такая эпатажность, она раздражает. Все-таки американцы, они более такие вот, особенно, кстати, республиканцы, которые по своему духу, они консервативны, они любят все что такое вот, ну, чтобы был порядок. Вот его эта импульсивность, она многих отталкивает. Плюс его вот эти вот заявления какие-то такие, которые можно трактовать как в пользу России. И, кстати, мы видели на этой неделе, конгрессмены от его партии просили действующего президента Байдена передать Украине более дальнобойные ракеты для «Хаймарса». Это при том, что вот сам Трамп, он постоянно говорит, что вот надо мир, непонятно что. Поэтому я думаю, что как раз это его проблема, что вот так вот сложилась ситуация в Америке с этими выборами. И я думаю, что если говорить про помощь Украине, тут вообще бояться нечего, потому что я смотрю, что Сенат, скорее всего, вообще сохраняют демократы. Там, ну, в Конгрессе там ситуация чуть посложнее, но тоже, как ты правильно сказала, то есть там не идет речь о разгромной победе, то есть там перевес, если он и будет по окончательному подсчету, то это будут какие-то пару голосов. Поэтому, то есть решительного перевеса республиканцев нет. И где-то это даже хорошо, потому что, вот знаешь, такой баланс между двумя этими разными партиями, это нормально. Потому что как, ну, ненормально, когда монопартийная система, когда одна партия доминирует, и это еще и партия президента. Поэтому все-таки должна оппозиция, и это, кстати, я говорю опять-таки с отсылкой на Молдову, наша оппозиция, ну, я не имею в виду тех, кто вот пытается устроить какой-то кипиш постоянно, а нормальная оппозиция должна быть конструктивной, критичной, она должна критиковать власть, показывать на ошибки и показывать, что можно было бы сделать. Вот этого не хватило у Трампа, возвращаясь к Америке, потому что он очень много критиковал, но он не давал каких-то реальных конкретных рецептов. Его бросало справа налево, то вот так мы сделаем, то мы вот так сделаем, и в итоге эти республиканцы, они просто обалдели от всего этого, и они, поэтому я считаю, что из-за этого партия не добрала, хотя ожидалось, что на фоне того, что есть экономический спад, есть проблемы, инфляция, рост цен на бензин, что демократы просядут. Но это не произошло по вине того, что вот Трамп переиграл со своей этой импульсивностью. Так, подведем итоги. Ну, мы будем, конечно, держать руку на пульсе. В следующих сканерах вернемся, я думаю, к обсуждению. Да, когда темы. подсчитают окончательно, я думаю, конечно. мы можем вернуться пока к теме. давай подводить свои итоги. Да, значит, ну, чем эта неделя ознамилась? Навалась. Все, конец недели, я зависаю. Да, самое важное событие, конечно, это Херсон. Херсон, освобождение, потому что это стратегический перелом войны. Это вот как Сталинград был во время Второй мировой войны, после этого пошло освобождение всех оккупированных территорий. Я думаю, здесь такая же история, хотя, в общем-то, уже и было освобождение. Было освобождение Киевской области, Черниговской области, Сумской области, Харьковской области. Ну вот сейчас Херсон, но это очень важно, потому что единственный, как ты говорил в начале передачи, единственный областной центр, и вот его освободили, и дальше там степь. Вот как сказал наш уважаемый эксперт, и по степи украинские танки, БТРы очень могут быстро доехать до Крыма. Там, кстати, в Крыму на Перекопе строят сейчас линию обороны. То есть россияне понимают, что действительно это реальность, что они теряют все Запорожье и всю Херсонскую область, и они, возможно, попытаются бороться за Крым. Хотя тоже, опять-таки, насколько это для них реально, потому что вопрос в мотивации. Ну, это не наша тема сегодня, и это просто мы отмечаем Херсон. Потом к нам на этой неделе приезжала глава законодательного органа Евросоюза Роберта Мецола, и вот чем этот визит знаменателен, то, что это еще одно, в ее словах, еще одно подтверждение того, что они реально видят нас как потенциального члена Приезжала еще Евросоюза. и Урсула фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен, да. И получается, что вот до этого канцлер Германии говорил о том, что он видит расширение Европейского Союза как реальность. И я вижу, что вот тот статус кандидата, который нам дали весной, он вполне реально может превратиться в статус члена Евросоюза. И опять-таки здесь спасибо Владимиру Владимировичу. Ну вот это, знаешь, оно звучит с сарказмом, конечно, но без этой войны этого бы не было. Потому что раньше нам говорили через 10, 20, 30 лет. Сейчас они говорят, мы открываем для вас двери, заходите. Это вот буквально цитата из того, что было на этой неделе. Это, я считаю, это очень знаковые визиты, которые нам показывают, куда мы движемся. Дальше то, что из важного мы с тобой обсуждали, это вскрытие целой сетки вот этих деструктивных элементов, которые за внешние деньги раскачивают нам ситуацию и хотят устроить нам здесь большой бардак, мечтают превратить нас в какой-то, не знаю, во что это, в Мариуполь или в что, потому что, конечно, если вот их цели бы были достигнуты,
то это была бы территория, на которой бы просто невозможно. Нам кажется сейчас, ой, у нас такие цены, вот так все плохо, но мы бы, если бы дошли до того, мы бы думали, лучше вернуться в те времена с плохими ценами, чем жить вот в разрушенной стране, в которой полная дестабилизация и полный хаос. А цель их была такая, это хаос. Пока они не достигли этой цели, но надеемся, что не достигнут. И, в общем, вот исходя из всего того, что я перечислил, я вижу, что на следующей неделе нас ждет много интересных новостей в развитии этих тем. Они все имеют определенную линейку, определенную перспективу. Будем отслеживать. Надо сканер включать на всю мощность, потому что будет много чего отсканировать. Этим и займемся, но пока выдохнем. Да.